Средства массовой информации должны играть важную роль в формировании массового сознания общества. Ведь они не только информируют общественность о текущих событиях, но и влияют на восприятие и понимание различных аспектов жизни. Одним из ключевых является влияние средств массовой информации на формирование стереотипов массового сознания. Но если обратиться к мировой статистике, опубликованной в глобальной сети интернет, то получается, что только 4% всех газет, радио и телевизионных репортажей в мире борются с гендерными стереотипами. 24% субъектов новостей, у которых берут интервью или о ком новости – женщины, а в качестве экспертов они выступают только в 19% случаев. Лишь в 16% новостей, касающихся политики и правительства, женщины являются предметом этих историй. Эти цифры не только демонстрируют проблему гендерного неравенства в секторе СМИ, но также являются серьезным препятствием для развития средств массовой информации и демократии. Медийные платформы в Приднестровье и Гагаузии представляют разнообразие этнических групп, культур и полов. При этом уделяется внимание вопросам гендерного равенства. Как можно бороться с устаревшими стереотипами и стигматизацией и какие меры предпринимать, узнавали на двух берегах Днестра. Встречаетесь ли вы в повседневной жизни со стереотипами в отношении как мужчин, так и женщин? Гендерными стереотипами? Да. Конкретно меня это не особо касается, потому что я выбираю отказываться от стереотипов. Ну а в целом, думаю, в жизни большинства людей это играет важную роль. Допустим, женщина-водитель – это что-то очень странное и смешное, особенно если она водитель в такси. А какие можете привести примеры? Может быть, вы слышали? Женщина – это домохозяйка, мужчина сильный как духом, так и физически. Он должен много зарабатывать, женщина должна воспитывать детей. Если женщина не хочет детей, хочет карьеру, это странно в нашем обществе и немного порицается. Допустим, женщину к 30 будут спрашивать о том, почему у нее до сих пор нет детей и почему она не выполняет свою должность, так сказать. Она должна обществу привести ребенка. Это стереотип. Женщина всегда права. Вот я часто слышу такое: женщина всегда права. То есть мужчина как бы не хотел там что-то выразить свое мнение, но как бы он не хотел, не пыжился, все равно последнее слово за женщиной. Поэтому где тут какой стереотип, это тоже вопрос. Например, все женщины за рулем глупые. Это я просто автоледи, поэтому частенько бывает, что несколько такое несправедливое отношение. В отношении, например, я вижу, когда мужчины и женщины, в принципе, они совершают одни и те же ошибки за рулем. А часто бывает, что женщину оценивают как-то менее справедливо. Но она же женщина. Да. А в отношении мужчин какие стереотипы? Мальчики не плачут, например. Очень часто сталкиваюсь, к сожалению, что даже гуляешь, видишь мамочка с мальчиком и говорит: ты не должен плакать, ты же мужчина. Я за такие стереотипы, чтобы мужчина был глава в семье, то есть, да, это моя позиция, она основана на Библии, это я верующий человек, поэтому Писание говорит, Библия, то есть, чтобы мужчина должен быть глава, да, женщина должна быть в подчинении, только в таком случае, будет счастье в семье, когда все на своем месте, потому что так усмотрел Бог. Есть стереотипы, допустим, возрастного ценза, разница в возрасте, мужчина, женщина не могут встречаться, если большая разница. Или есть разница, что сейчас женщины более сильные, более такие продвинутые, мужчины уже более слабые, хотя говорят, что мужчины сильный пол. Есть стереотип о том, что мужчина идет во главу угла, он мужчина, и он должен решать, принимать какие-то решения. Есть много разных. Место женщины на кухне. Женщина должна обстирывать мужчину. Женщина должна готовить мужчине постоянно. Женщина оставалась женственной и слабой, чтобы ее защищал мужчина. Женщина за рулем, как обезьяна за гранаты. Но женщина – это шея. И куда женщина повернет, голову, шею, туда и голова посмотрит. Все-таки красота в женщине, она заключается, природой дана. Так построена природа человеческая. Я считаю, что женщина может развиваться даже лучше, чем мужчина, потому что, есть
Ну, есть, вот говорят, что женщины развиваются быстрее. На 2 года, мышление женщины на 2 года старше мышления мужчин. Это потому что женщина должна дома готовить, мужик должен зарабатывать. Женщина должна всегда работу делать по дому, ждать своего мужа после работы и ужинать вместе. Ну вот у нас мастер наш, она женщина, хороший руководитель. И всегда идет на уступки, если что-то. Женщина тоже имеет свои права, да, и ее место не только на кухне, потому что есть женщины, которые способны намного больше, и действительно есть такие женщины, которые очень талантливые, и если постоянно ее муж будет говорить, что твое место на кухне, она просто закроется в себе, да, и не будет раскрываться. Все должно быть в гармонии. Все должно быть взаимно. Вот тогда будет и гармония, и порядок везде. Но я вижу, что сегодня место женщины везде. Она и за рулем, она и на кухне, она и в космосе, и она везде. И судя по состоянию физическому наших мужчин, сегодня у нас полный матриархат. Как вы считаете, гендерно ли корректно использование в средствах массовой информации, реклама, телевидения, образов женщины-домохозяйки, модели и мужчины, влиятельные, занимающие посты? Ну, понимаете, когда телевизор навязывает определенные стереотипы, чаще всего и так и ставится уже и в восприятии молодежи, да. Раньше, допустим, всегда была домохозяйка, женщина, послушная жена и так далее транслировалось. И девочки так и росли с этим знанием, что они должны вырасти, создать семью, воспитывать детей, содержать дом как бы в порядке. Сейчас больше идет реклама на модельную внешность, на какие-то продвинутые там психологические курсы, себя развивать, меньше уделяется внимания семье. Это тоже как бы определенно влияет на молодежь, и нынешняя молодежь не хочет выходить там, допустим, замуж, не хочет детей, и это тоже как бы, ну, меняет наше восприятие, меняет отношение к семье в целом. Бигборды вдоль дороги я видел. Когда насилие в семье, всегда мужчина только изображается в роли насильника. Разве это так? Сейчас, мне кажется, уже эти стереотипы несколько изменились, и женщины наряду с мужчинами занимают высокие должности, занимаются, скажем так, мужскими профессиями, например, дальнобойщики, таксисты, маршрутки, двадцатки у нас здесь есть женщина-водитель, ездит наряду с мужчинами также успешно. Поэтому, наверное, сейчас все-таки вот эта парадигма немножко меняется. И, например, тот же Инстаграм, сейчас все там сидят и смотришь видео, и уже нет вот этого вот культа каких-то идеальных женщин, которые мать, и жена, и домохозяйка, да. Женщины всякие, разные мы видим. Сейчас уже, в принципе, ситуация, мне кажется, изменилась. Наоборот, сейчас женщин везде продвигают в политику, в руководящие должности. Поэтому я этого не вижу, хотя наблюдаю за этим. Возможно, стоило бы показывать женщин в разных профессиях, так же, как и мужчин, потому что очень много мужчин классных поваров, дизайнеров одежды, и это не подходит под рамки гендера, где мужчина сильный и занимается каким-то бизнесом, допустим. Также самые женщин много сейчас и научных сотрудников, и женщин, которые занимаются бизнесом, очень даже успешны в этом. Поэтому можно показывать женщину с разных сторон, а не только со стороны, что она модель, красивая и мама. Так же самое и мужчин. Действительно, чаще всего показывают успешных людей, это мужчин, да, руководителей, в должностях различных. Но и женщины тоже имеют успехи в этой области, поэтому если будет это транслироваться по телевизору, то и женщина сможет продвигаться и видеть, что она тоже значима в обществе, и то, что она может тоже добиваться не меньших высот, чем мужчина, и стараться идти по карьере. Средства массовой информации напрямую влияют на разум людей,
И это не только телевидение, это еще интернет, социальные сети. Поэтому чем больше информации о том, что женщина и мужчина могут быть разные и иметь разные желания, разные профессии, разные черты характера, тем быстрее, мне кажется, в социуме появится возможность на то, что человек в целом может быть разным, независимо от того, мужчина он или женщина. СМИ и средства массовой информации не то чтобы могут, они это и делают каждый день. Они это делают очень давно, очень успешно, как мы видим. И в большей мере от них зависит вот эти все формирования стереотипов. Можно сказать, что они и формируют стереотипы у людей. В медиа женщины часто ограничены стереотипными ролями, такими как домохозяйка, секс-символ, жертва или принцесса, в то время как их возможности и способности могут быть недооценены. Они редко изображаются в сильных лидерских или авторитетных ролях. Очень простые вещи, то есть когда вы, к примеру, используете стереотипы в процессе освещения любого материала, да, ну вот пускай это будет, я не знаю, автомобильная авария, да, вот, вы говорите водитель на мужчину, и автоледи или водитель женщина на женщину, да, и происходит автоматическая стигматизация, по сути, да, то есть, ну это же была женщина за рулем, тут все понятно. Примерно так, если упрощать до предела, это работает. И не только вот в этом конкретном примере, а таких примеров может быть в разных областях множество. И вот чтобы не было вот этой виктимизации, вот этой стигматизации, обвинений только потому, что человек определенного пола, да, из определенного гендера, мы считаем важным, чтобы проводить эту работу. У нас примерно одинаковое количество мужчин и женщин, проживающих на планете Земля. Даже женщин немножко больше. Поэтому правильное отображение мира как такового состоит в том, что мы отображаем идентичность всех проживающих на этой планете в равной степени. Поэтому это важно, чтобы дать понять любому человеку, который смотрит телевизор или слушает радио или читает газету, что все то, что сегодня происходит в политике, в экономике, в культуре, это является плодом и женщин, и мужчин, и никаким образом не отображает только, скажем, результаты работы или результаты творчества одного из полов. Существует стереотип о том, что некоторые вещи созданы специально и исключительно для женщин, другие специально исключительно для мужчин, и они между собой никак не могут смешиваться, да, что это какие-то два параллельных мира. И вот этот стереотип, к сожалению, он имеет очень глубокие последствия, когда либо мужчины, либо женщины не хотят идти в определенные профессии, когда они не хотят заниматься определенными работами или определенными областями деятельности, когда, к сожалению, мужчины не наравне с женщинами участвуют в воспитании детей, ведении домашних дел, и наоборот, женщины в недостаточной степени представлены в политике, в юриспруденции, в других сферах. Оно привело немножко даже к тому, что у нас в школах большинство учительниц и не учителей. То есть формирование и постоянное отображение неидентифицированного мира, такого среднеполого или наоборот чаще всего мужеполого мира, к сожалению, на уровне менталитета оставляет свои глубокие следы. Мы этого не замечаем, но с годами мы становимся приверженцами вот этих стереотипов, которые на самом деле являются глубоко неверными. В основном, естественно, используются стереотипы гендерные, стереотипы, связанные с национальностью, с представителями того или иного направления. Мы очень часто, допустим, можем услышать высказывания, ну, например, «цыгане украли что-то». Нельзя, опять же, конкретизировать национальность того человека, который даже подозревается в совершении преступления, потому что статья 16 Конституции четко нам говорит, что все абсолютно равны, независимо от признаков пола, расы, веры.
большая часть граждан ушло в интернет-пространство, тем не менее, те же СМИ там присутствуют в том или ином ракурсе, в интернет-порталах или просто как новостные выпуски дают. Поэтому, конечно же, люди продолжают знакомиться и знакомиться именно с той точки зрения, которая продвигает тот или иной ресурс. Поэтому навязывается нехорошее представление. Ну, допустим, здесь у нас в Гагаузии можно отметить Восток-Запад, да, насколько каждому направлению приписываются свои какие-то качества, которых, может быть, там даже и близко нет. Очень много фейков, очень много дезинформации. Поэтому люди верят, раз это прозвучало с экрана телевизора, значит, это правда. Поэтому в это верят, и это дальше продвигают уже на личностном уровне, вплоть до каких-то ссор, конфликтов в семье, только из-за того, что не поддерживает один супруг другого. Центр развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс» стал инициатором разработки гида по гендерно-корректной коммуникации для журналистов и журналисток и автономных создателей медиаконтента. Его презентовали на семинаре-тренинге, посвященному гендерно-корректной коммуникации. Участие в мероприятии приняли журналисты и журналистки, представительницы неправительственных организаций, блогеры и все, кто связан с созданием медиаконтента. Семинар провела медиаэкспертка с большим опытом работы Ирина Сидорская. Она уделила внимание гендерной тематике, правам женщин, а также тому, каким образом средства массовой информации освещают гендерные вопросы. Мне представляется, что это очень важная тема и тема, которая никого не оставляет равнодушной. И я вот убедилась в этом в очередной раз, что видно, что приходили слушатели и слушательницы с разным опытом и с разными ожиданиями, но каждая из них нашли что-то для себя интересное. И это очень приятно, когда слушатели мотивированы. Не столько важно, с каким уже уровнем знания они приходят, важно, насколько им это интересно, насколько они рассматривают это как актуальные компетенции и насколько они участвуют вот в нашей коммуникации. Вот здесь все получилось, было видно, что люди обсуждали не только во время занятий, но и во время кофе-брейков, обеденных перерывов. И это очень важно, когда чувствуешь, что люди что-то открыли для себя. Может быть, они еще не приняли какого-то решения, может быть, они еще не знают, каким образом они будут это реализовать, но у них уже есть идеи, над которыми они дальше будут работать. Вот в таких случаях ощущаешь удовлетворенность и понимаешь, что это того стоило. Женщины становятся президентками, летают в космос, тренируют мужские футбольные команды и добиваются успехов во многих других профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Тем не менее, гендерные стереотипы и по сей день преобладают в средствах массовой информации, фильмах и рекламе. Статистика показывает, что СМИ далеко не сбалансированы. Мне собирали на самом деле информацию о приднестровских медиа, но я видела, мне кажется, достаточно такую ожидаемую картину о том, что журналистки и журналисты по-разному к этой теме подходят, что некоторые освещают ее очень даже профессионально, а некоторые делают, такие классические, достаточно грубые ошибки. Но мне представляется, это везде примерно так. А можете перечислить, какие самые грубые ошибки? Конструируют гендерные стереотипы, причем очень такие ярко выраженные, для которых не надо быть специалистом в области гендера. Мне кажется, любой образованный человек уже понимает, что это гендерные стереотипы, и грустно, когда это делают журналистки и журналисты, потому что они таким образом воздействуют на свою аудиторию, ведь аудитория им верит, и аудитория может думать, что так и надо, что это правильно. Скажите, а вот как гендерно-корректная журналистика может изменить ситуацию? Может быть, какой-то маленький пример, чтобы это было зрителям нашим сразу понятно? Мне кажется, что гендерно-корректная журналистика, она будет показывать проблему в гендерно разделенном ракурсе. То есть, как эта проблема важна и актуальна для женщин, и как она важна и актуальна для мужчин. Потому что мы иногда думаем о людях вообще, то есть рассуждаем просто как люди. Но так как мы живем в патриархатном обществе, нам очень часто
человеческое ассоциируется с мужским. И мы считаем, что если мы спросили мужчин, то это как бы вот мы представили уже такой общечеловеческий взгляд. Но женщины могут быть в чем-то солидарны с мужской точкой зрения, но могут что-то рассматривать по-другому, потому что у них иной социальный опыт, иные условия социализации. И важно посмотреть на любую проблему, но вот от строительства там новой поликлиники до принятия каких-то экономических решений с точки зрения обеих социальных групп. Приступая к созданию истории по гендерной проблематике, следует осознавать тот факт, что гендерные стереотипы оказывают глубокое влияние на общество и могут привести к дискриминации и нарушениям прав человека. В помощь создателям медиаконтента Ирина Сидорская разработала гид по гендерно-корректной коммуникации. Гид поможет выявить гендерные стереотипы и создавать контент, направленный на достижение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни. Ирина Сидорская, которая выступала в роли тренера, она же выступает в роли соавтора гида по медиакорректной коммуникации, который мы разрабатывали. Она разрабатывала, мы заказывали данный вид работ. Гид – важная составляющая практической работы по идее любого журналиста. Почему? Потому что здесь нет цели дать его как инструмент только людям, которые пишут на гендерную тематику или тематику, связанную с мужчинами, женщинами, домашним насилием или какими-то смежными проблемами. Любой, в принципе, даже не только журналист, но и производитель контента, медиаконтента, ему будет полезна данная информация в своей работе на любую тему. Ну и когда гид был завершен, логичным, нормальным этапом должна быть его валидация. То есть люди, для которых он предназначен, должны сказать, это интересно, неинтересно, это хорошо, понятно, непонятно, где может быть что-то доработать и так далее. Так родилась идея тренинга. Ну и коль скоро есть возможность физического присутствия тренера здесь, то, естественно, грех было не воспользоваться. Мы провели фактически не только валидацию, но и полноценный тренинг гендер и медиа, гендерно-корректная коммуникация, с тем, чтобы дать нашим локальным контент-мейкерам, будем так говорить, медиа-специалистам, возможность получить какие-то инструменты и знания в своей работе. В ходе семинара обучения изучались различные гендерные стереотипы, которые портят жизнь не только женщинам, но и мужчинам. Изучали также язык вражды и феминитивы. Ну вот, мне кажется, самое главное, что сказал вот эксперт, что эти стереотипы нам навязываются с детства. То есть вот самые яркие примеры того, что мальчик, ну, в задаче по математике мальчик покупает крючки, и второй мальчик покупает крючки для рыбалки, а девочка стирает носки. И действительно так, я с этим сталкиваюсь даже вот на памяти того, чем я занимался. Хотя там, конечно, есть и другие примеры. Там Вася копает картошку, но все равно это, наверное, правильнее говорить, что Вася с Машей копает картошку, а не Вася с Петей копает картошку. И от этого можно отталкиваться дальше, потому что это действительно закладывает неправильный образ мышления в будущем детей и, скорее всего, кстати, мальчиков в том числе, не только девочек. Было интересно углубиться непосредственно в контент, который мы можем создавать, потому что иногда возникают с этим проблемы, когда ты уже много что-то пишешь, публикуешь на эту тему. И, наверное, тема феминитивов, да, потому что есть еще некое стеснение в использовании этой темы, и когда ты посещаешь такие мероприятия, и тебе кандидат, нет, не кандидат, а профессор, доктор филологических наук обоснованно рассказывает, почему это нужно делать и почему это является нормальным и не выходящим из ряда вон, то становится гораздо проще применять такую терминологию в своих текстах. Триггерная тема. Многие, когда слышат про гендер, думают, что нам навязывают тему ЛГБТ, что-то пришедшее из-за рубежа, что это обязательно плохо, что это программирует наших детей на child-free, на непродолжение рода и так далее. Возможно,
это может иметь такие последствия в какой-то короткой перспективе и на какой-то группе людей. То есть я не могу этого исключать. Но факт в том, что вот такой маленький факт служит большим стереотипом и преградой, поэтому люди негативно воспринимают вообще все, что говорится про гендер. Участники семинара получили полезные рекомендации, как освещать гендерные темы, будь то здравоохранение, например, семья или тема домашнего насилия. Каждый в будущем сможет пересмотреть свои редакторские руководства, чтобы убедиться, что в них учитывается гендерный аспект. Организаторы мероприятия выражают надежду, что медиасреда Приднестровья будет меняться в сторону гендерного равенства. Борьба со стереотипами и отражение идентичности в медиа – это не только вопрос справедливости, но и ключевой аспект формирования здорового и разнообразного общества. Гендер – это социальные роли, которые играют в обществе женщины и мужчины. Основная ошибка – это когда биологический пол отождествляют с гендером. Ну вот, например, кто будет мыть посуду? Тот, кто женщина. Или кто будет зарабатывать деньги и строить карьеру? Тот, кто мужчина. Но вот это как раз когда не различают биологический пол и гендер. А я как раз хочу показать, что люди, и мужчины, и женщины могут выбирать свою жизненную траекторию из принципа равных прав и равных возможностей. Что если ты девочка, это не значит, что тебя ждет впереди только, например, семейная жизнь, только обслуживающий труд, а твоя работа будет постольку, поскольку она не мешает тебе реализоваться как матери и жене. Ведь важно, чтобы и девочки могли реализовать свои способности, свои таланты, свои желания. Точно так же и для мальчиков. Для мальчиков тоже действуют гендерные стереотипы. Не плачь, ты не девчонка. А чего это, какую ты розовую футболку захотел? Ты что, девочка? Зачем тебе там играть с куклой, с мишкой и так далее? То есть вот когда мы навязываем вот какие-то такие традиционные, не соответствующие сегодняшнему дню представления о настоящем мужчине и настоящей женщине, это мешает реальным людям реализовать свои таланты и свои возможности. Если сравнить начало 21-го столетия и 24-й год, я рада, что есть уже качественные изменения, потому что все журналисты и журналистки, большинство из них прошли через курс ассоциации по свободной прессе. И они, конечно, все поняли не изначально, что мы сами, как журналисты, преподносим эти стереотипы и предрассудки из своей культуры. Культура, которая, конечно, была сфокусирована на то, что идеология патриархата остается как нормой. То есть мужчина превыше женщины, и это свободным глазом можно было видеть во всех нарративах, и в текстах, и в фотографиях. Особенно, когда мы говорили не о жизни в политике и роль мужчин и женщин в политике или в разные профессиональные сферы, а в быту. Там, конечно, еще нужно доработать. Даже если женщины уже понимают, что их роль, не только их роль отвечать за воспитание детей, за домом, но, конечно, тут должен включиться и мужчина, и партнер, потому что я вам хочу сказать, у нас уже все образование феминизировано, и наши девчонки, и наши мальчики растут без моделей, без мужских моделей. И это во вред им. Потому что обычно мы равняемся на папу или на учителя и ищем себя, будущего мужа. И наоборот, мужчинам, будущим мужчинам, конечно, у них есть целая галерея моделей от мамы, учительницы, педагогов, но все-таки им нужно параллельно увидеть и поведенческую модель других мужчин, не только из футбола или из шоу-бизнеса. И у нас в образовании, что вы знали, это большая проблема. Масс-медиа, конечно, начала уже аккуратнее подойти к этому вопросу. И это чувствуется не только, как они ставят акценты о роли и влиянии и женщин на развитие села,
города или страны. Более того, я рада, что медиа начала через разные истории преподнести нам модели, чего можно добиваться, когда все вокруг тебе говорят, что это не твое дело, это не женское дело. И я рада, что и в Гагаузии, как и в стране, и в правительстве, и в селах у нас много женщин-руководителей, которые сумели демонстрировать, что мы на своем месте. И некоторым мужчинам кажется, что мы пришли на ихние места, что это места для мужчин, руководящие особенно. И мы должны себя повести, как они. Нет, мы приходим в политике, мы приходим в экономии, в технические разные профессии с нашим подходом, с нашим видением. И, конечно, это приносит только пользу. Почему? Потому что обычно какие решения мы берем, это отражается и на жизнь женщин, которые в данный момент в Республике Молдова 52%. Несмотря на прогресс в борьбе со стереотипами в медиа, остаются вызовы, которые нужно преодолеть. Многие медийные платформы все еще не представляют достаточное разнообразие в идентичности, культуре и опыте различных социальных групп. Это происходит часто из-за боязни потерять аудиторию или рекламных клиентов. Другие – из-за недостаточной осведомленности о проблемах стереотипов и не видят их вреда. Тем не менее, Республика Молдова продвинулась в мировом рейтинге гендерного равенства. В этом году страна заняла 13 место из 146 стран, поднявшись на 6 строчек по сравнению с прошедшим годом.